На стратегически важном водоводе Едес-Хинвал завершается второй этап работ, который включает восстановление водозаборных сооружений и аварийных участков. Это ключевой этап масштабного проекта по обеспечению столицы республики чистой питьевой водой в бесперебойном режиме. В рамках этого этапа строители уложили сотни метров трубопровода на участке Хоц-Кабуста, провели земляные работы и установили необходимое оборудование. Работы велись строго по графику. Практически уже завершили основные работы. Это на вспомогательном водозаборном сооружении Хоц-Кабуста. Протяженность данного участка порядка 6 километров. Сегодня мы буквально заканчиваем последние бетонные работы. Это разгрузочный резервуар, потому что в связи с большими перепадами высот необходимо разгружать давление в системе трубопроводов, и последний разгрузочный резервуар буквально сегодня они завершат. Все каптажные сооружения, которые есть, приемники, у нас они забетонированы, они готовы. Из трубопровода буквально осталось 400 метров доложить. Сегодня последние машины, которые мы заказали трубу, они приехали, сейчас идет разгрузка, перевозка до участка. И дай бог в течение 10 дней мы на этом объекте завершим работы. По словам Ивана Сиукаева, работники Губводоканал далее приступят к реконструкции другого вспомогательного водозаборного сооружения, расположенного близ села Рук. Мы так спланировали наши работы. Населенный пункт Рук и ближе к Ванелу у нас есть аварийные участки, которые мы тоже поменяем. Часть этого трубопровода у нас здесь есть. Мы сразу начинаем эти работы. Дай бог, к концу октября, максимум до 10 ноября мы завершим весь объем, который у нас был на этот год. Реконструкция и запуск водозаборных сооружений позволит существенно повысить надежность всей системы. Это значит, что жители Цхинвала будут лучше защищены от сезонных перебоев с водой. Более того, реализация проекта позволит перейти от открытых к закрытым водозаборным сооружениям, что обеспечит улучшение качества подаваемой воды. Объект сам состоит из основного дренажного сооружения каптажного, то есть мы забираем подземные воды, это непосредственно близ селения Идис, но есть еще вспомогательные водозаборные сооружения, это Кабуста, Хоц, и там в связи с тем, что данный трубопровод является вспомогательным, необходимо было провести полную замену трубы и обновление бетонных приемников, которые были построены еще в советское время. Срок эксплуатации их подходил к концу. Были частые аварии уже на них, поэтому в рамках этого проекта идет полная модернизация этих вспомогательных систем. Они увеличивают объем поступаемой воды. То есть тот объем, который есть в основном каптаже, его не хватает. А здесь есть вспомогательные, то есть усики, грубо говоря, которые запитывают трубопровод. На месте работа кипела с весны этого года. В них были задействованы порядка 20 рабочих и 6 единиц специализированной техники. Полное завершение строительства водовода Едес-Цхинвал намечено на 2026 год. Проект реализуется в рамках инвестпрограммы. Агунда Губозова, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня.